Временно исполняющий обязанности президента Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, товарищи. Вообще, я не ожидал, что такой большой зал и такие уважаемые люди здесь. Часть людей здесь сейчас еще не зашли. Я увидел здесь очень серьезную представительную команду, которая представляет Татарстан, которая представляет людей, сторонников Татарстана, представляет татар, которые в Москве. И, конечно же, вот такая форма, когда мы хотим наладить мост, вот, уважаемые наши Равиль Гайнуддин, наш уважаемый генерал, другие представители бизнеса тоже здесь. Очень приятно. Дорогие друзья, конечно же, мы не можем закрыться в своем периметре Татарстана. Мы должны активно работать с нашей столицей. И нам очень приятно, что огромное количество представителей Татарстана находится в Москве, Московской области. Огромное количество людей с татарским происхождением, ну и друзей Татарстана. И мы, конечно же, ищем разные формы работы. У нас самое большое представительство, которое находится в Москве. И, конечно же, мы вот на этой неделе, я уже 3-й раз в Москву прилетаю, мы очень плотно работаем с Москвой. И здесь мы ощущаем полную поддержку тех людей, которые, вот часть людей собрались здесь. Здесь собрались молодежь, наше будущее, потому что все, что сегодня делается, это уже прошло, и мы должны думать о нашем будущем. Очень важно для молодых людей получить хорошее образование. Сегодня конкурентность – это вот хорошее базовое образование и, конечно же, четко определить, как ты можешь себя реализовать. Я могу сказать, что мы в Татарстане тоже сегодня очень активно обращаем внимание на все образовательные процессы, начиная с детского сада, реформа нашей школы. Сегодня мы и новые образовательные технологии запускаем, и идет серьезная работа по материально-технической базе, но и самое главное вузы. Я думаю, что в части высшей школы Москва, она все равно столица, очень есть серьезные вузы мирового уровня. Я думаю, многие татарстанцы тоже учатся, в том числе и в Москве. Я считаю, что это тоже очень хорошо. Если говорить о том, что мне говорят, вот уезжают от нас, ну, наверное, не всем вот Тарику, наверное, если бы в Казани остался, у него бы не было такого масштаба. Он уехал в Москву, нашел себя. Я считаю, что это нормально. Кто-то к нам должен приехать со стороны, кто-то уедет с Татарстана. Поэтому нам важно сохранить вот наши контакты. Нам важно, чтобы мы были вместе. Нам важно, чтобы вы чувствовали то, что в Татарстане ваши друзья, ваши братья, и вы можете на нас опереться. И в то же время мы видим, насколько доброжелательно и как отношение к нашей республике, к нам, руководителю вот Татарстана. Я сегодня возглавляю эту республику. Поэтому вот такие наши встречи, такая форма, она очень важна. Если взять на каком уровне, как проходит здесь Сабантуй, мы, конечно, сейчас уже Сабантуй проводим где-то 55 регионов, 20 с чем-то стран, но понятно, в Татарстане это в каждой деревне, но так как проходят эти мероприятия в Москве, Московской области, значит, это может быть примером, я думаю,
такие организованные мероприятия не так много проходят в столице, как проходит в Саванпе. Ну и очень важно, мы, понятно, каждая вера, каждая национальность, но Татарстан это как бы столица татар. Нам важно сохранить свою самобытность. Любая нация, любой народ должен сохранить свою самобытность, свою религию. И сегодня идет вот большая работа по строительству, восстановлению большой соборной мечети в Москве. Вот. Аллах верса. Когда мы... Аллах верса, да, вот скоро это будет. Я надеюсь, что мы тоже будем гордиться, что такая прекрасная мечеть. Не только мусульмане, все люди, которые друг друга уважают, будут иметь возможность там прийти, посмотреть. Это на самом деле будет очень серьезно. Если взять, какие конкурентные преимущества и на что мы обращаем внимание, я еще раз хочу сказать, мы обращаем внимание на молодежь. Нам очень важно понимать, что будущее и наша конкурентность в образованной передовой молодежи. Второе, кроме хорошего образования, необходимо дать нужные навыки. Навыки, чтобы не только ты был образован, предпринимательские навыки, другие навыки. Поэтому вот эти вопросы, они для нас очень важны. Ну и самое главное, все равно экономический потенциал – это залог успеха той территории, где мы живем. Мы очень серьезно должны думать и о наших перспективах. Сегодня практически уже разработана программа 2030 Татарстан, то есть мы должны уже видеть на 15 лет вперед, на что и как мы будем обращать внимание. Поэтому программу пишем мы, реализовывать будут вот такие молодые люди, как вы, поэтому мы должны передать свои мысли, мы должны передать вам свой опыт. И, конечно же, мы хотели бы, чтобы наш контакт, вот такие встречи были постоянными. Я думаю, что мои коллеги уже много что сегодня вам рассказали и про IT, и по другим нашим проектам. Наверное, будет правильно, если вы будете задавать мне вопросы, я буду уже более конкретно говорить о меру моей компетенции по тем вопросам, которые вы мне зададите. Пожалуйста, микрофон.